Добрый день, уважаемые коллеги. Для современной школы обеспечение достойного качества образования является главной стратегической целью. Эта цель закреплена указом президента Российской Федерации номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В рамках реализации национального проекта образования обозначена она как вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, результаты обучающихся по итогам оценочных процедур, но и успешное функционирование самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и администратора школы в направлении обеспечения качества образования в школе. Естественно, в соответствии с национальными целями, определенными указом президента Российской Федерации, необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и, как я уже говорила, вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Так вот, министр образования Сергей Сергеевич Кравцов отметил, что объективным индикатором достижения этой цели являются результаты участия Российской Федерации в международных исследованиях. А условием, обеспечивающим такой амбициозный результат, должны быть работа с учителем, в первую очередь, обеспечение объективности проведения оценочных процедур и обновление инфраструктуры школы. Ну и можно сказать, что вот Вологодская область имеет некие результаты в данном направлении. В частности, в 2019 году мы участвовали проходила в Вологодской области региональная оценка по модели ПИЗа. Соответственно, в числе 14 регионов мы принимали участие в этом испытании. Для нас это очень серьезный и значимый опыт, поскольку результаты исследования ПИЗа говорят о качестве образования и равенстве образовательных возможностей для обучающихся. И мне хотелось бы кратко остановиться на результатах участия региона в данном исследовании, как иллюстрации возможностей и результатов региона по достижению национальных целей в части конкурентоспособного образования. Результаты по читательской, математической и, естественно, научной грамотности, а именно эти параметры, показатели исследовались в данной оценке. У учащихся 15 лет, то есть той выборки, которая подвергалась исследованию, в нашей области, как видно на слайде, выше общероссийских. При этом по всем трем показателям школьников, продемонстрировавших низкий уровень в данных направлениях, меньше, чем по России. Это видно вот в правой части слайда. Результаты участия региона в региональной оценке по модели ПИЗа объективно свидетельствуют, что качество образования в регионе конкурентоспособно и достаточно высокого уровня. На наш взгляд, это в том числе и результат нашей работы на протяжении уже 4-й год. Вот мы работаем по адресной системе поддержки педагогических работников и в первую очередь поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, имеющих низкое качество образования. Этот проект в Вологодской области реализовывался в течение 3 лет при поддержке с федерального уровня. И с 2020 года поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, стала приоритетом и областного развития. Соответственно, этот проект стал стратегическим проектом Вологодской области и реализуется на сегодняшний день при поддержке губернатора области. В настоящее время модель работы в рамках проекта выглядит вот следующим образом. Она отражена на слайде.
Главная задача – это обеспечить профессиональное развитие руководящих и педагогических кадров. И модель включает в себя лучшие практики работы за 3 года. Соответственно, ключевыми направлениями являются повышение качества управления, повышение качества преподавания и улучшение психологического сопровождения в данных школах. Формы работы также отражены на слайде. И если посмотреть динамику достижения результатов за прошедшие годы, то можно увидеть, что если в 2017 году мы начинали фактически только с курсовой подготовки и образовательных мероприятий для руководителей и педагогов школ-участниц проекта, то уже в 2018 году мы впервые запустили несколько новых таких направлений, которые оказались очень полезными и результативными. В частности, мы запустили серию методических изданий на пути к успешной, эффективной школе. И, соответственно, издания мы делаем методические не только по предметным областям, но и для классных руководителей, для педагогов-психологов. В частности, вот для классных руководителей это профилактика буллинга в школьной среде. Соответственно, для педагогов-психологов и для руководителей образовательных организаций это методические пособия, например, по профилактике профессионального выгорания педагогов, по профилактике инновационной усталости педагогов и так далее. То есть это очень разноплановые издания, каждая из которых работает именно на, скажем, повышение качества образования в конкретной образовательной организации. Кроме того, в 2018 же году мы внедрили тьюториат, который обеспечивал сопровождение молодых педагогов более опытными, сильными педагогами. И, в принципе, эта система работы, вот подтверждена ее эффективность и на федеральном уровне, и сейчас это внедряется фактически повсеместно. В 2019 году особенностью реализации проекта стало внедрение наставничества «Школа-школа» по типу «Школа-школа». То есть мы ввели такой, скажем, механизм работы, как кураторские группы, когда у нас более успешные школы брали шефство над несколькими школами с низкими результатами и, соответственно, методическую работу курировали воспитательную работу. Фактически руководители проходили стажировки горизонтальные в более успешных школах, и, соответственно, педагоги и методисты тоже. Таким образом, каждый год, сохраняя лучший успешный опыт предыдущих лет, мы расширяем линейку методического сопровождения школы педагогов в данном проекте. Можно сказать, что вот с 2020 года, как я уже и говорила, проект стал стратегическим областным при поддержке губернатора области. И в 2020 году 111 образовательных организаций, это 32% всех школ Вологодской области, вошли в проект. И, соответственно, получали методическую, содержательную, предметную и другую помощь в своей работе. Проводя анализ результатов данных школ, было выявлено предварительно, что 88% этих образовательных организаций имеют низкий индекс социального благополучия. И это значит, что основная категория детей, с которыми работает школа, относятся к группе риска. Кроме того, 23% из всех школ-участниц проекта имеют контингент менее 50 человек. То есть, в принципе, они имеют возможность обеспечения индивидуального подхода к обучению, но, тем не менее, попадают в разряд школ с низкими результатами. И, кроме того, еще у нас 44 школы из 111 попали в проект повторно. Это школы, которые показали низкие результаты уже второй год, поскольку критерием включения школ в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог по результатам
оценочных процедур по русскому языку и математике 2 года подряд, либо как минимум в 2 различных процедурах 1 год, либо по одному предмету в течение 2 лет подряд. То есть вот такой критерий был отбора для формирования списка школ с низкими результатами на уровне Рособорнадзора. И, соответственно, 44 школы у нас попали вторично. Особое внимание требуют в первую очередь именно учителя данных предметов, то есть русского языка и математики. И в этой связи мы в этом году, поскольку у нас уже с 2019 года функционируют центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и запущен проект «Учитель года», поэтому именно в этих 111 школах для учителей русского языка и математики, а это треть всех учителей данных предметов по области, мы пошли на эксперимент, составили для них индивидуальные образовательные маршруты. И, соответственно, эта работа продолжалась в течение всего года, она и длится и сегодня. И, в принципе, такая форма работы очень позитивно зарекомендовала себя именно вот в отношении педагогов. В этих же школах обучается 26% школьников, которые для улучшения результатов своего обучения тоже требуют сопровождения и наставничества. Поэтому вот такого сорта сопровождения им также обеспечено в рамках проекта. Способность образовательной организации противостоять негативным факторам зависит от комплексного подхода. Повышение качества преподавания, управления школой и психологического сопровождения детей, на наш взгляд, обеспечивает повышение качества образовательных результатов обучающихся. Ну и в этой связи, естественно, проводился тоже ряд мероприятий, которые имеют позитивный такой вот результат. Соответственно, в 2020 году проект не только продолжил лучший опыт адресного сопровождения школ, но именно для этих школ вот разработаны для педагогов индивидуальные образовательные маршруты, причем не только для педагогов русского языка и математики, но и для самих руководителей школ. Причем в разработке индивидуальных маршрутов профессионального развития руководителей использовались результаты исследования социального капитала данных школ, которые тоже вот мы внедрили еще в 2018 году, и вот уже 3-й год, соответственно, это исследование проводится. Оно позволяет показать, выявить те скрытые резервы в управленческих командах школ, показать выявить тех педагогов, которые требуют сопровождения, и наоборот тех неявных лидеров, которых можно продвигать дальше и в кадровый резерв, и использовать их в качестве тьюторов, наставников и так далее. То есть это тот потенциал, который имеет школа. И вот оценка этого потенциала, социального капитала школы, она позволяет более оптимально использовать все ресурсы, которые имеются, кадровые ресурсы, которые имеются в данной образовательной организации. В рамках проекта от достижения цели у нас в рамках именно стратегического проекта, как мы его сформулировали, будут свидетельствовать следующие показатели. То есть это в 2020 году не менее 30% учителей школ-участниц проекта должны пройти проблемные курсы повышения квалификации, содержание которых формируется на основе выполняемости оценочных процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и, соответственно, содержание очень четко подстраивается под те проблемы, которые имеют педагоги именно этих школ. Все педагоги русского языка и математики обеспечены индивидуальными образовательными маршрутами. В 35% школ будут реализованы школьные программы, вернее, реализуются уже школьные программы повышения качества.
И каждый руководитель, соответственно, получил программу свою профессионального развития, то есть индивидуальный маршрут профессионального развития руководителя. То есть вот это те новые моменты, которые в сравнении с прошлым годом мы внедрили в наш проект в 2020 году. Анализируя эффективность проделанной работы, можно уверенно говорить о том, что да, позитивные изменения имеются, и некий анализ мы провели на основании участниц проекта 2017 года. В 2017 году у нас 14 школ участвовали в проекте, это действительно достаточно мало, но тем не менее определенные результаты можно уже зафиксировать. Понятно, что этот проект имеет, скажем так, отодвинутую такую вот результативность, и поэтому ясно, что результаты отслеживаются фактически не совсем сразу. Вот сейчас мы можем говорить о том, что у 10 школ, участниц проекта 2017 года, по русскому языку и у 12 школ по математике наблюдается положительная динамика качества образования относительно собственных результатов. Кроме того, у 9 школ по русскому языку и 10 школ по математике наблюдается положительная динамика в сравнении с областными результатами по данным предметам. Мы уверены, что и следующие сопоставления нам тоже дадут позитивные такие же результаты. И, соответственно, работа по повышению качества образования в школах с низкими результатами, она будет продолжаться. Наш проект губернаторский, стратегический проект, он настроен до 2024 года, поэтому перед собой мы ставим определенные задачи, сохраняя лучший опыт работы с педагогами, руководителями, в то же время реагируя на вызовы сегодняшнего времени. Мы понимаем актуальность задач на ближайшее время и формулируем их как необходимость обеспечить индивидуальную маршрутизацию профессионального развития педагогов и руководителей данных образовательных организаций, в первую очередь в соответствии с национальной системой учительского роста. Кроме того, необходимо продолжить работу и сформировать активный кадровый резерв руководящих работников образовательных организаций с учетом результатов апробации новой модели аттестации руководителей школ. Кроме того, организовать работу по целостному методическому сопровождению педагогов регионов в тесном взаимодействии с педагогическими вузами и федеральными методическими центрами. И, соответственно, продолжить проведение работы со школами с низкими образовательными результатами с акцентом на развитие содержательной и психолого-педагогической компетенции учителей. Это достаточно амбициозная задача, но мы, коллеги, уверены, что мы на верном пути, и, соответственно, эти задачи мы постараемся в ближайшее время воплотить в жизнь. Благодарю за внимание.